Здравствуйте, мы начинаем пресс-конференцию с участниками концерта «Звезд СССР» памяти Анны Герман. Пресс-конференция проводится агентством «Татар-Информ» совместно с фирмой КАЕ, представителем компании «Концерт.ру» по Татарстану. У нас в гостях советская и российская эстрадная певица Ксения Георгиади, российский певец, поэт и композитор, актер Игорь Наджиев и писатель, биограф певицы Анны Герман Иван Ильичев. Также у нас заслуженная артистка Казахстана и Украины Галина Невара. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Ну и, конечно, сегодня вечером в Униксе состоится концерт, посвященный Анне Герман. Это кумир, наверное, всех людей, да, в советский период и сегодня тоже. Расскажите подробнее об этом концерте, что ждет публику, что вы им покажете, чем вы их порадуете? Ну, я думаю, что, наверное, правильнее будет, если... Наверное, да. Иван. Сегодня на сцене Уникс состоится действительно интересная, хорошая программа, в которой замечательные артисты, любимые миллионами в нашей стране, исполнят песни из репертуара Анны Герман, исполнят шлягеры из своего репертуара. В общем, такая универсальная, скажем, программа в память о великой певице, воспоминания о тех годах, когда Анна Герман блистала на сцене, о 70-х, 80-х, песни советских композиторов, песни, которые любят и помнят до сих пор. И мы убедились в этом, проведя огромное количество концертов памяти Анны Герман в других городах. И вот впервые с этим концертом в Казани. Знаем, как зрители всегда реагируют. Это и смех, и слезы, когда грустные песни. Потому что Анна Герман вообще особенный персонаж в нашей истории, нашей советской музыки. Потому что певица вроде бы польская, а любили ее больше, чем нашу какую-то российскую звезду. Пела она по-русски так, как не пели многие из наших соотечественников. Ее душа, ее голос, они незабываемые. И сегодня мы тоже будем дарить все свое сердце зрителям, так же, как это делала Анна Герман. А я хочу сказать огромное спасибо за добрую память, что вы помните нас. И благодаря этому мы вот сегодня выйдем на сцену и будем петь для вас. Спасибо вам большое. Вы знаете, у каждого, наверное, какая-то своя любовь к Анне Герман, да, вот каждый ее по-своему как-то любит, слушает ее песни всегда с любовью, иначе, наверное, ну, невозможно. Вот хотелось бы узнать, вот здесь у нас певцы, как я уже обозначила, да, известные. Скажите, вот ваше отношение к этой певице? Вот, Я считаю, вообще, Анна Герман – это такое святое имя для нашей страны. И певица вот такая святая. Вот такую безумно трудную жизнь прожить, тяжелую, с такими трагедиями личными. И выстоять, выдержать. И не показать никогда. Не показать никому, да, не показать никому, что ей тяжело, что ей трудно, что она болела, она выходила на сцену и дарила радость людям. Это потрясающе. Я говорю, я благодарен Ване за то, что в свое время они давно начали делать вот эти концерты памяти Анны Герман, первые в стране у нас. И когда Иван ходил на всевозможные радиостанции, как говорится, бередил память, что вот есть песни хорошие, надо делать концерты, надо делать вечера памяти ее, надо, чтобы песни звучали на радиостанциях. Простите уж, к сожалению, я могу об этом сказать. Многие говорили, а кто это такая? Ваня говорит, я хотел, говорит, просто, говорит, ну, въехать, говорит, по-человечески, говорит, ну, а что делать? Я говорю, ну, вот люди не знают. Время идет, да, люди забывают, да. А потом, вот уже, слава Богу, когда все эти концерты пошли, и все пошла, как говорится, волна, вот это воскрешение ее имени у нас на родине, и пошло все замечательно, и сразу, и слава Богу, какой прекрасный был сериал на Первом канале, да. И потом программа «Достояние республики». Слава Богу, я говорю, это имя, святое имя, вернулось к нам в страну. Потому что она наша певица, я ее считаю нашей певицей. Ну, что еще особенно приятно, сегодня вот в концерте участвуют артисты, которые встречались с Анной Герман на сцене. Ксения встречалась с «Песней года», вместе они снимались. Галина Невара встречалась на гастролях как раз в Средней Азии, когда работала, может быть, пару слов, да? Да, это здорово, расскажите, пожалуйста, об этом. Дело в том, что я родилась в Казахстане, а сейчас живу в Одессе на Украине. Но вот так мне судьба подарила счастье, радость встречи с Анной Герман в далеком 1978 году, в 1979-м потом мы с ней увиделись там у нас в Средней Азии и в Киргизии. Я у нас песни по жизни в конкурсе спела «Сады цветут» за благословение Шаинского. И как-то вот эта ниточка потянулась к творчеству Анны Герман, к ее жизни, к ее судьбе. И когда я стала петь несколько ее песен, я сомневалась, стоит ли мне их петь, потому что это поет Анна Герман, а так как
Анна Герман поет, никогда никто больше не споет. И я с этим вопросом пришла к ней в гостиницу Киргизстан, в Киргизии, когда она была там на первомайских концертах, и спросила, как вы скажете, петь мне эти песни или нет? Потому что многие хвалят, многие ругают. А ругают тем, что Галя поет, у нее ее голос просто не отличить от голоса Анны Герман. Я должна признаться, что первый раз, когда мы встретились, Шок у меня был, был да. шок, думаю, как ей не Аналогично стыдно, шок она был. выходит под фонограмму Анны Герман. Я думала, что просто включили запись, а потом, когда услышала и посмотрела, думаю, боже мой, она поет. Представляете? Галочка обладает таким даром. Нет, дело в том, что так как пела Анна Герман, никто не споет. Мы просто напоминаем эти песни, которые оставила нам Анечка, в подарок всем, кто ее любит, кто ее помнит, а ее будут еще много лет помнить. И когда я пришла к ней с этим вопросом и спросила, как вы скажете, так я и поступлю, петь это или нет, она меня вот так обняла за плечи и сказала, милая девочка, никого не слушайте, вы хорошо поете, пойте на здоровье. Это было в 1979 году, в прошлом веке. И Господь мне дает счастье, радость до сих пор еще быть в строю, напоминать вам песни незабвенные, любимые всеми нами Анны Герман. И огромное спасибо Казани, моему родному Казахстану, моей любимой Москве, что есть такой проект, есть такие люди, которые этим занимаются. Это счастье, и вы, молодые, должны все это помнить и продолжать, и знать. Огромное Потому что спасибо. песни очень красивые, мелодичные, в прекрасном сочетании музыки и текста. Их слушать одно удовольствие. Такие песни должны жить в наших душах. Они делают нас добрее, красивее и моложе. И моложе. Свет, свет. Да. Анна Герман оставила свет, и он А свет я, этот а я вспоминаю и думаю, ну продолжается. надо же, вот Анна Герман, она очень высокого роста была, и всегда, когда вот конец концерта, все артисты выходят на сцену, и я всегда старалась почему-то подальше от нее, потому что я такая низкая, и совсем было видно, что я такая униженная какая-то, такое было состояние душевное, думаю, господи, надо подальше от нее. Теперь так жалею, думаю, господи, надо было поближе и больше обнимать и говорить добрые, хорошие слова. Вообще, люди, прошу вас, будьте добрее, старайтесь друг друга поддерживать, понимать. Все правильно. Все Так не хватает доброты вот в наше Призрачно время. все в этом мире бушующем. Есть только миг. За него и держись. Вы знаете, еще огромное счастье, что вот Господь и судьба дали мне счастье видеться с мамой Анны Герман, с ее мужем, с ее сыном, так же, как и Ваней Ильичеву. Когда пани Ирма еще была жива, я была в Варшаве, у них в доме, где Анечка жили со Збышиком и с мамой, потом уже с своим сыном. И там все ею дышало. Вот сколько лет проходит, он до сих пор еще один, как Аня не стала, он один до сих пор воспитывает уже Збышек-младший, взрослый мальчик. Внуков. И он свою любовь к Анне, вот она не Нету. умирает никогда, О, он один кошмар. до сих пор. Это показатель, как может мужчина любить женщину. Ой, в наше время это такая редкость. Скажите, пожалуйста, вот мы, большинство почитателей ее таланта, знаем ее в основном вот с экрана, да, знаем ее песни, у всех они у нас на слуху. А вот такая же, у нас она образ такой, да, такая очень какая-то доброта, тепло, душа такая, Вот да? такая Она же и в была, жизни. она и в Вот жизни такая ли такая она была. была в жизни? Да, Такая очень она была. женственная, вот не такая вот, как, например, я, да, а я такая вот сразу у всех со всеми Огонек, огонек. огонек. Она очень спокойная, женственная, нежная, очень приятная, хочется быть рядом. Вот аура какая-то такая очень добрая вокруг нее, немногословная, очень добрая. Вот всегда как-то поддержит, улыбнется. И так сразу на душе приятно, хорошо. Вот бывает, у каждого человека бывает такое, да, когда ты не знаешь, почему тебе не хочется быть рядом с этим человеком, да? Вот не знаешь, почему ты вот, ну, увидела раз, и до свидания. А есть люди, которые тянут к себе. Вот такая была Анна Герман. Ну правильно, как муж сказал же, что я, говорит, до сих пор, говорит, не могу понять, с кем я жил. Говорит, я, наверное, жил с ангелом рядом. Ну, кстати, когда я писал свою последнюю книгу об Анне, ее биографию, думал над названием этой книги, думал, как же назвать. И среди воспоминаний польских коллег об Анне Герман все время фигурирует одна и та же фраза. Люди, не сговариваясь, все называют Ангел. ее «Белый ангел польской песни». И в названии своей книги я как раз и взял эту фразу, но только убрал слово «польское», потому что и русской тоже. Да. «Белый ангел песни», так вот называется книга, которая, кстати, сегодня будет презентация в рамках концерта. Это моя авторская книга.
Я более 15 лет занимался подбором фотоматериала, информации. Ну, в общем, действительно такая большая работа была проведена. И в этой книге очень много фотографий не только из семейного архива Анны Герман, а много также не опубликованных, никогда не публиковавшихся ранее фотографий из частных архивов, из архивов фотографов, фотографии из, например, самого тяжелого периода ее жизни, когда она попала в автокатастрофу и приехала из Италии в Варшаву на самолете, полностью закованная в гипс с головы до пят. В общем, трагическая судьба, очень сложная судьба. Вот она в этой книге отражена, но название все-таки я решил сделать светлое, «Белый ангел песни». Прекрасное название. Да, Иван, скажите, а вот люди же не просто так начинают писать биографию, да, интересоваться какими-то людьми. Вот, то есть для вас, для вас Анна Герман это какой-то такой тоже что-то с этим связано. Вот как вы пришли к этой книге, к этой биографии? Ну, честно говоря, я Расскажи. в самом раннем детстве услышал песню «Белая черемуха», мне было лет 6, и так началась моя любовь к этой певице. И, конечно, я не собирался становиться биографом. В принципе, такой специальности, профессии на свете нету. Это все делается от большой любви. Любви, правильно. Вот, только по зову сердца. Поэтому книга, их уже несколько сейчас вышло, 4 книги сейчас на данный момент. Книги — это скорее результат моей какой-то работы, а не то, что я вот занимаюсь этим, чтобы писать книги. Просто столько информации приходит, столько информации накапливается. Я встречался более чем с сотней людей, которые с Анной Герман работали, встречались, это и также ее родственники, и друзья, и так далее. И следующая книга, кстати, которая вот сейчас готовится, наверное, в феврале выйдет, будет называться «100 воспоминаний об Анне Герман». То есть это вот встречи мои с этими людьми, которые об Анне вспоминают. И каждый раз вот эта информация, мне хочется ей поделиться с людьми, с читателями, потому что книга, которая вышла об Анне Герман в 1987 году, естественно, ее уже никто не достанет, если у кого-то она была. А нужно что-то новое, интересное. И вот в Москве, например, прошла череда презентаций моих книг в самых крупных книжных магазинах, и люди с интересом, как-то вот с энтузиазмом приходили, задавали вопросы, интересуются, как живет семья, какие-то вопросы по судьбе Анны Герман задают. Я считаю, что Анна Герман вообще в моей судьбе — это какой-то особый смысл моей жизни, какая-то линия моей судьбы неразрывная. Хотя в школе, когда я учился, мне все говорили, что пройдет пару лет, и ты забудешь об этом увлечении. Но вот в этом году, 25 августа, отмечалась такая печальная дата, 30 лет, юбилейный год, это 30 лет со дня ухода Анны Герман, и в этом же году, несколько дней назад, я отметил тоже юбилей, тоже 30 лет. Тоже считаю, что не случайно, вот 30 лет нет Анны Герман, 30 лет есть я, который продолжает память об этой певице. И вы знаете, самое, наверное, такое главное тоже. Когда Анечки не стало, я одна, наверное, из всего тогда бывшего Советского Союза с разрешения Аниного, с подачи Анны Николаевны Качалиной и Саши Жигарева, который написал первую книгу об Анне Герман, сделала программу, посвященную ее памяти. Объездила с ней там Среднюю Азию, Казахстан, всю нашу эту среднеазиатскую полосу. И самое главное, что Анна Николаевна Качалина, все письма, которые были, переписка между ними была много Это самая лет, близкая подруга. она все эти письма отдала Ванечке для того, чтобы он, и пан Збигнев Тухольский, муж Анны Герман, дал ему такое задание, чтобы он писал книгу об Анне Герман. И все письма, которые Анна Николаевна ему отдала, чтобы они были людям, чтобы Материал они были... для Я иногда книги. говорю, что моя квартира — это можно открывать музей. Правда. Музей, потому да. что у меня дома и находятся и ее концертные наряды, которые мне были подарены вот, Да ты от ее что? семьи. Да. Надо же. Да. Фотографии, в которых она вот в этих нарядах. Тысячи Есть фотографий фотографии, разных. и вот этот же наряд находится у меня дома. Есть ее Действительно, музей можно делать. концертные туфли, есть ее украшения. Вот каждый раз, когда снимают какой-то новый фильм документальный, каждый раз приезжают ко мне домой и, в общем, снимают всю эту, Вот это фанат, да? всю эту коллекцию. А совсем приятное событие вот было как раз Игорь Наджиев видел, когда на моем юбилее, вот несколько дней назад, мне преподнесли картину, написанную маслом, Да, очень красивый. размером 1,5 метра, Анны Герман. Представляете, вот такой сюрприз преподнесли на концерте. Люди знают, как я ее Да. люблю, и вот решили сделать такой подарок. Так что Да, и еще можно я еще такую вещь скажу про Ивана Ильичева, что самое главное, что есть такие люди молодые, талантливые, гениальные, которые продолжают все это для всех, не для маленького числа людей, а для всего мира. Это очень хорошо, это здорово.
Ну, в общем, человек жив, пока жива память. Память, Я всё думаю. правильно, И мы всё делаем правильно. все для того, чтобы об этом имени не забывали. Ну вот интересно, да, действительно, 30 лет, как ее не стало в этом году, отмечается. И все равно память о ней ведь жива, да, прошло 30 лет, а ее также любят, и даже, вот если говорить, кто-то из молодых уже не помнит ее имени, ему, наверное, стоит послушать просто ее исполнение, и он тоже ее полюбит. Конечно. И сегодня вы дарите вот жителям Казани такой большой праздник, да, вы позволяете им окунуться в эту атмосферу, опять услышать ее песни. Расскажите, пожалуйста, вот помимо хитов Анны Герман, да, что еще, о чем еще вы будете петь, какие песни, какие шлягеры? Мы будем петь хиты свои, благодаря которым мы узнали и нас, как творческую личность. Потому что я до сих пор даже думаю, что спеть, но, наверное, придется, как ты считаешь, Вань? Мою любимую песню. Старая печаль моя стара. Вот эта песня, благодаря которой я впервые стала лауреатом Всесоюзного телевизионного конкурса с песней по жизни, да и не мою только любимую? лауреатом, А а мою еще, любимую, а мою любимую. да еще приз зрительских симпатий завоевала на этом конкурсе. Поэтому, да, действительно, эта песня мне дорога. Обычно она у меня звучит только в сольных концертах. Ну и вот, мою любимую? наверное, а твоя какая любимая? Всегда быть рядом не могут. Боже мой. Так, ну, в общем, короче, вечером подумаем вечером. Заказы пошли. Ну, а я привезла подарок на украинском языке моим дорогим, любимым казанским зрителям, друзьям, всем-всем. Я впервые в Казани и очень рада тому. Она напомнила мой любимый Казахстан. Что-то между нами вообще есть. Я была в городе Казани несколько лет, ну, я не знаю, 5, наверное, 6 лет назад на юбилее вертолетного завода. У вас есть такой завод здесь, вот. Поэтому остались такие очень приятные воспоминания. Но вы знаете, вот через столько лет приехав сюда, вообще город так расцвел, изменился, конечно, город и расцвел. видно, что это будет такая красота, где вот стоят еще всякие леса, видно, что будет и набережные красивые, и все, в общем, у вас потрясающе красивый город, так что надо подумать. Процветание, Может, процветание, только как-нибудь процветание, да. Да, я что-нибудь. из Одессы в 14 градусов тепла приехала в 14 градусов мороза. А не ощущается, скажи, да? Вот вышли как-то, Ну, щас вышли, такой прошлись. морозец, такой, даже мороз у вас добрый. Также анонсируется, что будет необыкновенное видео, да? Да, С будет. Анной Герман. Вот расскажите об этом тоже подробнее. Это Что за вот, видео будет Это показано? Иван у нас, Иван у Иван. нас. Да, пожалуйста. Дело в том, что, к сожалению, вот не очень много видео сохранилось самой Анны Герман, потому что времена были такие, когда все экономили пленку, все знают артиста, да, Да. кто вот в то время снимался, и много все снимались, а сохранилось очень мало. Но, к счастью, вот я говорю, что много лет этим занимаюсь, этим поиском этого материала, и удалось, как я говорю, накопать более 50 видеосъемок Анны Герман, сделанных в Советском Союзе, в Польше, в Италии, в Швейцарии, в Германии и так далее. В общем, я думаю, что даже это не то, что не скромно, но так оно и есть, что у меня самая большая коллекция видео И очень редкие кадры Анны есть. Герман. И сегодня на экране зрители увидят несколько песен в исполнении Анны Герман самой, может быть, которые даже и не видели этих съемок, но очень приятно, потому что вот по опыту знаю, когда зрители смотрят не только артистов выступающих, а немножко такая ретроспектива идет вот в кадры, Окунаются, да. в кадры тех лет, черно-белые съемки или цветные съемки, ну, 70-е годы, то это всегда добавляет в концерт какой-то, в общем, какой-то теплоты, душевности, возвращает к голосу Анны Герман. Поскольку концерт посвящен ей, естественно, главная роль отводится ее песням. Вот. Ну и помимо видео будет на экране все время сопровождаться фотографиями. Фотографиями как раз вот, которые и в книгу вошли, и которые не вошли в книгу. Специально старались подбирать под настроение песен, о чем песни, если это песня, там, допустим, связанная со свадьбой, вот, то будут на экране показаны свадебные фотографии Анны Герман, как она замуж выходила, ну и так далее. В общем, будет все интересно, продумано, будет рассказываться также со сцены о каких-то моментах судьбы Анны Герман. В общем, думаю, что будет интересно. Такая насыщенная программа. Будет очень интересно, поэтому мы вас сегодня вечером ждем. И я всегда очень волнуюсь. Вот сколько лет прошло уже с той поры, как ее нет с нами. Перед каждым концертом, ребята, вот все мои коллеги это знают, я всегда так волнуюсь.
Скажите, а вот как реагирует публика, слушатели, когда вы поете вот Да, эти потрясающе, песни? потрясающе. Я вот вспоминаю концерт недавно в Москве, был проведен в память Анны Германа. Принимал участие Жанна Бичевская, Зара, там очень много исполнителей было. И ну, люди просто в диком восторге, в диком. Вот это практически вот так можно, потому что после концерта раскупались все диски, книги. Ваня уже не знал, говорит, Очередь у выстроилась, меня, говорит, да. рука уже, говорит, Да. отсохла, говорит, ставить эти автографы. Ну, люди счастливы, и это самое главное. Людям это надо, значит, мы правильно, как говорится, Ну делаем. да, когда чувствует артист, что это надо, и поэтому Конечно. это и Вы живет. видите, А если как, бы... как принимают артистов. Вот выходит Ксения, например, на сцену. Все, сразу взрыв Всё. радости. Во-первых, Ксения это зажигалка. Легенда, В нашем легенда, концерте. легенда. А Вот. какая она зажигалка на сцене, просто как девчонка. Каждый молодая. исполнитель будет петь по одной песне из репертуара, а может быть, Может, кто по и... несколько. А Можно может быть, кто и по несколько. У меня Ну, несколько. А в у тебя финале несколько, у меня несколько. одна А в финале, песня. когда мы поем все вместе песню «Надежда», вот всегда не сговариваясь, мы уже таких концертов очень много провели, в разных городах люди не сговариваются, правда, Ксения? Встают и поют встают, с нами. поют вместе вместе с с нами, хором да. поют. Никто не говорит, что встаньте, поднимитесь. Нет, Да, да. зрители все сами делают. Мы когда выступали в Юрмале в 2007 году, зал Ой, как время Юрмалы, летит-то. который Это много было в знал 2007 году? исполнителей, да, и публика встала, когда я... Как время летит. Правда, встали, Казалось, когда что в прошлом зазвучали году. ее главные песни «Сады цветут», «Эхо любви». И не только там, в Юрмале, в других городах. Настолько ее любят, настолько ее помнят, хотят слышать те песни, которые оставила нам Аня всем на память. Мы вас очень любим. Мы вам очень благодарны. Благодаря вашей памяти доброй о нашем творчестве и благодаря вашей любви мы живем, поверьте. Вы продлеваете нашу жизнь. Спасибо вам огромное за это. И мы очень хотим, чтобы сегодня вечер вам надолго-надолго остался в Запомнился, памяти. да. Спасибо вам огромное. Будьте все здоровы и счастливы. Да, вопрос, пожалуйста. Вопрос, а что-нибудь подобное в Польше происходит? Вот помните Да, ее так, пожалуйста. как здесь, в России? В Польше, значит, проводился несколько лет подряд. Во-первых, есть в Польше огромный концертный зал Имени. на 6 тысяч, по-моему, зрителей, если не больше, амфитеатр в городе Зеленая Гора, который носит Теперь, имя да, Анны имя Герман. Анны Герман. Значит, в прошлом году, нет, вернее, в этом году уже, была открыта именная доска Анны Герман на доме, в котором она прожила свои молодые годы в Польше. И совсем недавно, 22 ноября, то есть вот несколько дней назад, в Польше состоялся концерт, посвященный памяти Анны Герман в одном из центральных кинотеатров. Выступали тоже коллеги польские Анны Герман, и была презентация авторских мемуаров Анны Герман, изданных в Польше. К сожалению, единственное, почему я не могу понять, сериал, который вот сейчас мы все смотрели недавно по Первому каналу, сериал этот Польша не купила. Это единственная страна, которая не купила этот сериал. Купила Украина, Белоруссия. Да Польша, Даже мне кажется, зашевелилась только лишь после того, когда почувствовали, как мы здесь, Как мы в любим Советском ее, да? Союзе, ее Да, любим. да, да. Тогда они обратили внимание. Мне так кажется. Ну, Вань. в принципе, Так да. оно и есть, так оно и есть. Вот. И, к счастью, что-то происходит. В Польше тоже есть, ну, она не называет себя биографом, она называет себя германоведом. Но тоже поклонница Анны Герман, которая пишет книги на польском языке. И вот совсем недавно вышла ее новая книга. Мы ездили все в Варшаву на эту презентацию. Книга очень интересная, Анна Герман о себе. То есть она собрала все какие-то высказывания Анны, которые вот где-то в прессе, в интервью встречались. Вот она их собрала воедино в такую очень интересную книгу. Так что Польша, конечно, помнит и любит Анну Герман. И когда говорят о том, что почему-то в Польше ее меньше там любят или знают, я с этим вопросом обратился к ее мужу. Спрашиваю, ну вы как никто должны это понимать, пан Збигнев, и почему такая ситуация, вот, что в Союзе, в Советском ее любили больше, чем в Польше? Он говорит, неправда, и в Советском Союзе ее любили, и в Польше ее любили. я Говорит, везде просто люблю. Советский Союз больше, чем Польша. Да, вот и все. Конечно. Просто Советский Союз больше. Да, вы победили во всем мире. Только что ответили как раз на мой вопрос, как раз об этом я и хотела спросить, почему же в СССР ее так любили, и Потому что СССР больше говорят, был. что такой популярности в Польше не было. Да. Скажите, пожалуйста, вот это желание людей послушать ее песни, да, прийти на концерт, ведь действительно сейчас вот с удовольствием покупаются билеты, да, с удовольствием люди слушают.
Не вызвано ли это тем, что вот на современной эстраде этой души уже нет, да, вот на нашей современной эстраде? И как вы считаете, вот будет такое возрождение, да? Будут опять такие певцы, такие песни? Мне вот, например, было очень приятно услышать вот на концерте, которым я вспомнил в Москве, Зару, которая спела песни из репертуара Анны Герман, и я просто восхитился. И вот лишний раз даже ей спасибо сказал огромное за то, что она сделала, молодчинка. Поверьте, есть талантливых людей очень много. Слава Богу, поющая страна у нас, большая страна. У нас звезд, по большому счету, еще мало, как правильно Саша Градский говорит. На такую гигантскую страну надо в 3-4 раза больше артистов. Вот. И верю, естественно верю, что настоящее, оно все равно остается. И все равно будут появляться артисты, которые будут в веках. Вот как имя Анны Герман, оно будет в веках. И поэтому и песни будут перепеваться другими исполнителями. И поэтому будут люди ходить на эти концерты. Я уверен в этом. И слава Богу, что так оно и происходит. Женя Мартынова. Нет, потому что вечное искусство, оно на самом деле на века. Имена, которые нам подарила советская эстрада, это Евгений Мартынов, и Да. Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Владимир Мигуля. Это имена, которые мы все помним. Владимир Высоцкий, Анна Герман. Сколько Может красивых быть, песен. скажем так, все эти имена не каждый день вспоминаются телевидением, и не каждый день услышишь эти песни по радио, но у нашего русского человека, где бы он ни жил, да, от Калининграда до Владивостока, память очень хорошая, память сердца. Память И сердца, когда да. человек слышал это даже 30 лет назад, все Да, равно эти да. песни, они настоящие. У И них ностальгия есть- по этим У них есть песням, то, да. чего, может быть, не хватает современной песни, они оставались в сердце. У них Души, есть- у них души, есть- в у них есть душа то, есть, душа. за что можно вот эту песню оставить в своем сердце. Поэтому мы это помним. И плачут на концертах, и Ой. радуются. В общем, это здорово. И веселятся, и плачут, Правда. и слезы видишь, и утираются. Говоришь, и уже со сцены порой говоришь, ну не плачьте. Я говорю, ну что вы. Получаем очень много добрых слов. Все исполнители, кто напоминают песни незабвенной Анны Герман. Это счастье. Да, когда концерт вызывает такое море эмоций, это, конечно, всегда приятно, особенно для артиста. Скажите, вот сегодня состоится концерт в Казани, да? Наверное, у вас еще будут выступления, да, впереди. Расскажите, пожалуйста, где вы еще порадуете, кого вы еще Иван, порадуете говори, вот этим концертом, говори. таким долгожданным? На утро мы Мы выезжаем, утром вылетаем. к вашим соседям, в город Уфу. Вот, так что будем проводить Там. концерт там. Вот, ну и следующий вечер памяти Анны уже будет, наверное, в Москве снова. Ясно. Ну и, наверное, последний вопрос. У Анны Герман остался сын, да? Вот вы сейчас Да. тоже об этом. Как сложилась его судьба и складывается? Ему исполнилось на днях 37 лет. В ноябре день рождения. Да, и все всегда спрашивают о его судьбе. Вообще он человек закрытый для журналистов и очень не любит, когда... ну, вообще Анна сама тоже была скромным человеком, не любила, когда Да. к ней в душу лезут. Но при этом она понимала, что ее профессия обязывает к какой-то публичности. А сын ее совсем не публичный человек, но мне посчастливилось много очень с ним пообщаться и увидеться, наверное, я один из немногих людей, который вот так близко соприкоснулся с этой семьей. Скажу, во-первых, что Анна Герман, вот всегда говорят, высокая певица, она сама писала, что у нее рост 1,84 м был, у ее мужа рост почти по 2 метра, а сын перерос своих родителей 2 метра 14 сантиметров. Очень высокий. Лоб Может, такой поэтому он большой. немножко комплексует, потому что все такие маленькие тут Но он вертятся. настолько скромный, он Мамку, ничего о мамку. себе не рассказывает, даже своим близким друзьям. Чем он занимается, даже отец его не всегда знает. И поэтому вот недавно, когда я был в Варшаве, 25 августа, для меня было удивлением, когда зашел в центральный книжный магазин, и на книжной полке в числе новинок стояла книга сына Анны Герман по его специальности, по узкоколейным железным дорогам. Вот То есть так. он Большой технарь. специалист Вот в так этой вот. области. Шикарно изданная книга, то есть он занимается, он один из немногих в Польше специалистов, кто разбирается вот в ремонтах ретро-локомотивов, То есть железных творчеством дорог. Да, при совершенно. этом поет очень хорошо, у него удивительные способности пародировать, он может изображать звуки Ну, это что? всех животных, какие только есть, я слышал. Да, он прекрасно поет русские песни. В их доме одна из любимых певиц это Жанна Бичевская. Но песни Анны, к сожалению, он не слушает, потому Ну, что тяжело это это, трагедия это его очень жизни, тяжело, это конечно. какая-то боль, о которой он не говорит. Это родной человек. Это для нас любимый певец, а для Ну, него слава это Богу, мама. что семья Анны
помнят, они ее также любят, и ощущение, что как бы вот она ушла телесно, а с ними все Она равно она осталась в доме. присутствует, да. Вот она ему в доме- 37 лет, и Да. что, он не женат, и нет внуков, продолжения рода? Продолжения нету, он настолько Нету? увлечен своей железной дорогой, я ему говорю, слушай, тебе надо жениться на проводнице. На проводнице, да. Где такую проводницу взять такого роста? Я, Тоже вот, уже я, говорил, больше, хочется уже, я чтобы больше скажу, вот добавлю, вы кого-то знаете, вот присутствие нянчить, Анны кого-то Герман, оно вот действительно, оно даже ощущается на концертах, удивительно, Да, но что ее она над присутствие, нами вот, там где-то вот высоко. полное ощущение, что она все это видит, и она вот как бы режиссирует весь концерт. Я вот уже сколько раз, вот говоришь, сейчас мурашки по телу, потому что сколько раз уже это вот, просто мы свидетелями становимся всего этого. Вот просто незримо, Что-то как будто есть вот такое на она вот свете, она что мы не можем все это понять. видит, она все Нашу- это наблюдает и контролирует, и, как говорится, помогает, и поддерживает. И лишний раз порой с Ваней, я говорю, Ваня, там получится, не получится. Он говорит, ну ты же знаешь, кто за нас просит, правильно? Теперь вот я говорю, ушла Анна Качалина, подруга Анны Герман, близкой, и проводили ее тоже. Я говорю, теперь две Аннушки там мои хорошие за нас просят. И поэтому действительно и книга одна вышла, вторая, и вот сейчас еще Ваня готовит, правильно? Потому что, значит, это нужно, все правильно мы делаем, значит, это должно остаться. Вот эта память живая должна быть. Не просто память, а память живая. Я, кстати, хочу добавить, что вот прошел когда сериал об Анне Герман в интернете, у нас есть сообщество поклонников Анны Герман. Например, могу сказать про сайт, да, то есть за 2 дня, пока шли первые серии сериала, на сайт зашло около 200 тысяч человек. При том, что обычно в месяц заходит там 5 в месяц, 5-10 тысяч максимум. Вот. И посыпалось огромное количество отзывов от молодежи. Причем, когда читаешь, я даже сначала не верил своим глазам. Люди не только вот из Москвы, да, из Петербурга, вообще из разных городов бывшего Советского Союза, где везде этот фильм, где смотрели. А когда видели в Австралии, И в когда Америке. когда там я это- читаю сообщения, мне 13 лет, я впервые, мне 11 лет. В общем, группа Анны Герман превратилась из, так скажем, какой-то возрастной категории, она настолько омолодилась. Настолько и люди, которые, может быть, слышали это имя, в принципе, где-то там от родителей или там от бабушек, от дедушек, сейчас увлеклись этой певицей. В Ютубе появилось огромное количество видеороликов, которые делает молодежь на ее песни. Если зайти на страницы вот к этим людям, я специально смотрел, у них у всех добавлены ее песни. Значит, они их слушают, они цитируют эти песни. Значит, они, им нравится, они и они обсуждают себе- это в интернете. Такое ощущение, что вот попал в фан-клуб какой-то молодежной певицы. Хотя вот находишься в группе поклонников Какой Анны красивый Герман. голос, да? Такой ласкающий, который тебя обнимает, Неземной, прижимает к себе. божественный, божественный голос. Очень красивый Мне кажется, голос. что ее голос, он вообще вне времени. Вот говорят, есть эстрада ретро, да? А мне кажется, что слово ретро к таким голосам, оно неприменимо, потому что сам ее тембр, он уникальный, да? То, как она пела, какой это был репертуар. Эти песни, они не будут стареть и спустя еще 30 лет, потому что, как мы слушаем записи Шаляпина, да? Пускай они далеки даже от технического совершенства, но мы получаем колоссальное наслаждение, Да, да. слушая этого мастера. Всё правильно. Анна Герман тоже была мастером, великим мастером своего дела, своей музыки. И я думаю, что в памяти миллионов, память это будет жить еще очень долго. Ее песни с польского языка на русский многие переводят. Есть Алексей Исаков, который очень много сделал переводов и сделал очень хорошие песни на русском языке. Так что ее творчество живет, наше творчество живет. Вот все мы живы, и вот такие концерты это очередное свидетельство тому, что вот люди, все мы живы и нужны друг другу. Да. Да, совершенно верно. Анна Герман, она живет в наших сердцах, она живет благодаря вам, благодаря вот таким концертам, да, когда есть возможность еще раз ее послушать уже от профессионалов. Спасибо вам большое за эту чудесную встречу, за то, что мы еще раз смогли поговорить о такой изумительной певице, за то, что сегодня вечером мы увидим концерт, да, посвященный ей. И, вы знаете, не могу вас не попросить. Вот у нас в студии Татаринформ еще ни разу не звучали песни Анны Герман. Может быть, при желании, хотя бы небольшой отрывок вы исполните нам. Но у меня такая наивная, Спасибо. чистая, по-детски наивная песня. Это «Все, что было» называется. «Встану у окна под вечер, в небе догорит закат, ночь мои обнимет плечи,
Так же, как притихший сад, ночь мои обнимет плечи. Так же, как притихший сад, мне рассвет милей заката, мне твой взгляд милее слов. Как рассвет ко мне когда-то, вдруг пришла ко мне любовь. Все, что было, ну дальше вы. Все, что было. Ты мое солнышко. Теперь давайте вы. Ну, во-первых, я благодарен Ване в свое время. Он вот правильно сказал, что началось знакомство с творчеством Анны Герман, ну, песню «Белая черемуха душистая». И он сделал и аранжировку, все современную, все. И потом в конечном счете он сказал: Игорек, я тебе ее дарю, пой, у тебя, говорит, будет лучше. И вот я сегодня буду петь «Белая черемуха душистая, щедро расцвела в моем краю. Только не могу никак решиться я, не могу открыть Какая любовь прелесть. свою. Я иду тропинкой извилистой, и встают деревья на пути. Птицы о тебе поют заливисто, обещают мне тебя найти. Белый цвет, черемухи цвет, это весны, веселый привет. Пусть везет тому, кто верит и ждет, сердцу всегда любовь дорогу найдет. Потрясающе. Конечно, Ну, и- да, Галина. прозвучат одни из главных песен нашей любимой Анны «Сады цветут», «Эхо любви», Да. которые я напомню. Я сейчас чуть кусочек спою. Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова твоего, поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. Огромное вам спасибо, это было потрясающе. Эту песню мне мама пела как колыбельную, поэтому для меня это я не сомневаюсь, что люди плачут на вашем концерте. Не плакать, не плакать. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Обязательно Ближе, придем на идите ваш сюда. концерт. Спасибо. Мы вас ждем. Да, я напоминаю, что сегодня мы говорили об Анне Герман, и сегодня в Униксе будет потрясающий концерт, посвященный ее памяти. Спасибо, что были с нами. До Спасибо. свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Казань. Огромное спасибо. Белою лебедушкой вдоль
будьте добрым